3 консультанта, непосредственно Инабат Латипова, у нас она является консультантом, и она прошла тренинг по модели Go. Также у нас Чинара Малик-Казе тоже прошла по этой модели тренинг. Дамира Айтикеева у нас является тренером по hard skills, технические навыки в секторе швейном. По модели Go, если позволите, я быстро скажу, что эта модель, она рассматривает сперва нужды работодателя и также и смотрит на навыки работника, сотрудников этой компании. Оцениваются все навыки, потом на базе тех недостающих навыков составляется программа обучения. У нас по модели данная программа, она довольно краткосрочная. Мы заложили примерно 88 часов максимум для адаптации, для обучения. Сейчас, если позволите, также у нас Гульзада Аймбекова присоединилась к нам, ассоциация Хорика. Мы провели эти обучения в 23 компаниях, некоторые еще продолжаются. В частности, в секторе Хорика работа с официантами, с поварами. А в швейном секторе мы тоже работаем по направлению технолог, швея. Сейчас более детально об этом наши консультанты расскажут. Если позволите, то я предоставлю слово Инабат вам. Да? Спасибо большое. Всем доброго дня. Постараюсь быть краткой, но хочется о многом рассказать из опыта. В целом, хотелось бы рассказать о том, что в мае мы проходили курсы, да, в числе 20 первопроходцев, которые стали счастливчиками, получили вот эту швейцарскую методику Go. Я буду представлять здесь и как консультант по Go-методике, и также как тренер. Немножко расскажу коротко о себе, почему мне заходит эта программа, вообще Go-методика, потому что я активно работаю с частным, малым и средним бизнесом, знаю нужды, да, предприятий, предпринимателей. Особенно активно сейчас мы работаем с регионами, и международные партнеры, организации, в них я представляю как ментор свои услуги, поэтому в принципе знаю, насколько что болит у наших предпринимателей. Вот, активно работала и со швейным сектором, и с ресторанным, поэтому знаю всю эту внутрянку и могу с долей вероятности большой говорить, что действительно заходит и что нет. Следующее. В общем, в рамках данного проекта, начиная с декабря активной работы, через меня как Go-консультанта и через команду, да, нашего коммуникационного агентства «Мамиле» проходит 13 предприятий. Из них 10 мы в партнерстве с ассоциацией Хорика проводили для 10 ресторанных предприятий в городе. И самое, наверное, преимущество здесь сотрудничества с отраслевой ассоциацией в том, что здесь очень сильный пул тренеров и достаточно активная база членов ассоциации. Вот, в швейном секторе мы обучили 2 компании, и одна сейчас на стадии разработки. Что мне нравится в методике Go, почему она в целом мне зашла и, как говорят у молодежи, мычится, да, эта тема, потому что изначально идет сначала анализ. И в то время как другие бизнес-образовательные курсы это то, что удобно для тренера, у Go-методики основная часть, она идет на диагностику. И как мы знаем, у каждого предприятия свои какие-то особенности. Зависит от географии, зависит от особенностей, там, если это швейный сектор, по ассортименту и так далее. Здесь есть свои особенности, и меня радует в Go-методике то, что можно адаптировать эту программу под конкретное предприятие. Вот. По сотрудничеству с ассоциацией Хорика первыми ласточками были сети ресторанов Эва Групп. Они являются такими одними из топовых, да, на рынке Бишкека. Это заведение Урбан, Red Cow, Суши Рум, Майшиша и в космопарке Social Pizza, Social Coffee. Вот. Там были разработаны тренерами, сначала проанализированы, диагностированы определенные сложности и потом разработаны программы. Но по Хорике я передам слово коллеге, Гульзат Аим вам все расскажет. Я хочу больше про швейный сектор, в свое время использую, про швейку хочу больше рассказать.
Потом мы это подключим, да? И сейчас, кстати, идет в процессе обучения сеть кофеин Публик. Это уже второй сетевой проект. Про Go-модель, которая мне сейчас помогает в швейной нише немножко задать жару, как говорится. Потому что, как вы знаете, швейная ниша сейчас очень сложно. Зарубежная рабочая сила приехала, которая в большинстве цехов вытесняет наших местных швей, и нашим швеям надо быстро адаптироваться, либо они садятся на новую систему поточного производства, либо они учатся быстрее работать, эффективнее, да? Поэтому вызовов много в швейной нише. И когда мы рассматривали с командой с точки зрения Go-методики, как коллеги выше говорили, в Go-методике есть повседневная математика, есть устная коммуникация, сотрудничество и методы работы, есть чтение, письмо и работа с разным оборудованием. Как раз все базовые принципы, базовые навыки, которые нужны швеям, они охватываются в рамках вот этой Go-методики. И поэтому любая сложность, любой вызов, который сейчас есть в швейной индустрии, он как раз погашается за счет вот этой гибкой Go-методики. Вот, и если коллеги позволят, я надеюсь, что мы сможем этой презентацией более подробно поделиться. Очень не хочется ваше время забирать время коллег, поэтому будем надеяться, что вы ознакомитесь, и потом, если возникнут вопросы, обязательно спросите. По швейному сектору мы одно из предприятий проводили в Токмаке. Сейчас в разработке у нас предприятие в Беловодске и одно предприятие у нас прямо рядом с Мадиной, здесь в городе. В целом, мое видение, что Go-методика она будет активно и эффективно внедряться как раз в регионах, потому что бишкекский швейный сектор, он такой достаточно активный, и часто высокая конкуренция среди цехов и заставляет швей туда-сюда передвигаться, пока они не все адаптированы к тому, что такие вот изменения на рынке. А если мы берем регионы, регионы для меня это уже 40 километров от Бишкека в Беловодске, 40 километров от Бишкека в Токмаке, уже совсем другое восприятие. И ценность этих курсов повышается, если мы чуть-чуть отдаляемся от Бишкека, и мы поняли это на практике. Самое основное, что мы учим швей, это как минимум управлять своим временем, рассчитывать разного рода операции. Также мы учим их правильно работать с тем ассортиментом, который у них сейчас есть. Часто бывает, что основное время надо будет затратить на то, чтобы поработать с софт-скиллами швей. Это такая достаточно интересная категория наших женщин, девушек, которые, если они опытные, они не всегда восприимчивы к новым знаниям. Есть такая тонкость, поэтому хочется, чтобы у них и на подсознании как-то откладывались новые знания. Вот, если более конкретно, мы в среднем швее помогаем за счет курса увеличить свой заработок в неделю плюс 2000 сомов. Мы замеряли до проекта и после. И там просто грамотное управление своим временем, грамотное расположение на рабочем месте, прям это самая как раз базовая информация, которую часто надо обновлять, а из-за того, что у собственника расфокус, он занят налогами, он занят какими-то вещами, которые постоянно считаются более приоритетными, чем организация операционного процесса. Вот, и такие моменты дают результат. Вот. В целом, в регионах, конечно, условия в цехах будут хуже. И в Токмаке это был небольшой цех. В Беловодске мы увидели, что это классный цех, но нет возможностей для развития обучения персонала. Поэтому мы отталкиваемся от возможностей наших бенефициаров, пока есть у них такая возможность в рамках проекта получить навыки, обучить команду. Это круто. И в дальнейшем, если они будут делать определенный вклад, я считаю, что программа по Go-методике будет еще более такая активная и будет вживаться в жизнь людей везде, кроме Бишкека будет. Мне так кажется, что везде, кроме Бишкека, это будет лучше. Вот, на базе бишкекского предприятия здесь прям было больше, наверное, на математику и на исчисления, потому что многое
из швейной ниши специалистов не умеют иногда элементарно рассчитать себестоимость. Многие работают в минус и зачастую не знают, каким образом правильно рассчитать вот рентабельность своего продукта конечного. Да? И бывает так, что целые партии, каждая из единиц идет в минус, и только потом при активном обучении они понимают, где их слабые зоны. Можно дальше. Вот. В целом у нас программа Go-методики, она строится на том, что 50% как минимум это должны быть практические блоки. Поэтому у швей есть возможность, прям не отходя от производства, не отходя от их рутинной обычной жизни производственной, получать эти знания. Наши курсы, которые были разработаны по потребностям каждого из предприятий, из основных блоков включались хронометраж, скоростное шитье, чтобы швеи могли адаптироваться и чуть быстрее шить, при том же количестве у них увеличивалась производительность. Организовать рабочее место, организовать рабочие процессы, пространство и так далее. Самый активный запрос от предпринимателей в швейной нише – это улучшение качества и минимизация браков, потому что основной запрос от заказчиков из-за рубежа – это про качество и соблюдение сроков. Вот. И самое основное, но на что обычно мало обращают внимание, это командная работа, умение коммуницировать друг с другом. А швеи народ такой, что и стрессоустойчивость должна быть, и не всегда жизненные обстоятельства у них, как говорится, на то, чтобы они могли только на работе сфокусироваться, да, поэтому там очень много моментов, которые связаны именно с софт-скиллами. Вот. Ну и у каждого предприятия, в зависимости от ассортимента, всегда дорабатывается программа. То есть, возможно, это сложный ассортимент там, с сорочками связанный, или там, с бельем, или там, верхняя одежда, пиджаки считается самым сложным ассортиментом. Да? И на каждое предприятие именно практическую часть мы с тренером дорабатывали, чтобы они понимали, как действующий заказ улучшить и ну, как-то оптимизировать. Вот, и сейчас на стадии разработки у нас курс для швей в Беловодске. Вот тут хотелось бы отдельно отметить, что рядышком с ними находится профессиональный Кыргызско-российский лицей. Он прям рядом с этим предприятием, но при этом, если у вас потом будет презентация, вы увидите, что там оснащение очень такое активное, но залы пустуют. Швеи приходят, первокурсницы, им 16-17 лет, и они обучаются, в принципе, целый год, но они не приспособлены к тому, что хочет вот реальный действующий бизнес. И приходится либо их переучивать, либо как-то их адаптировать, но при этом из лицея их направляют. Они вот это время там, стажировки или практики проходят и потом дальше уходят. Кто-то на втором курсе эти же девочки уже обучаются на парикмахеров. То есть первый год они обучаются на швею, дальше они на парикмахера, третий год еще какая-то специальность. И то есть даже нет возможности их адаптировать под определенную специальность. И ограничение этого предприятия в том, что требуется высокое качество. А наши швеи, если только качество требуешь, они думают, да, здесь сложно работать, я уйду. И поэтому навыки именно по прокачке вот этих вот их самых там, востребованных да, навыков, это вот как раз мы планируем закрыть в ходе курса. Вот. И еще одна проблема это в том, что швеи, старый состав, они не хотят работать с новым составом. И это тоже такая сложность, и тут уже идет тренинги. Ну, мы планируем тренинги по коммуникации. Пока это наша гипотеза, не знаю, сработает или нет, но мы попробуем сделать так, чтобы у старых швей было понимание, что новые швеи это не вразрез им, наоборот, это будет производство масштабироваться, да, расти. Так, и все, да, все. Контакты есть, можем пообсуждать более подробно. Если есть вопросы, буду рада ответить. Спасибо.